народ. Меня подруга в честь моего дня рождения провела в типа музей Барби, но не совсем. Все буду показывать, рассказывать. На входе магазин мерча. Одежки, куклы, в основном Барби экстры. Цены посмотрю и скажу позже. А тут крутой чувак. Понимали. Это не то, что мы с Америки заказываем. Боже, даже какие-то аксессуарчики по 10 евро. Я в шоке. Это Барби кафе. День то пропуск. Каждая уважающая себя Барби должна сначала прибухнуть. У нас ходят какие-то коктейли, и мы сейчас будем этим заниматься. Сначала нам предложили безалкогольные коктейли, но что мы говорим безалкогольным коктейлям? Не сегодня. The year 1959. The year the very first Barbie doll was created by a woman called Ruth Handler, the co-founder of Mattel. Ruth saw an opportunity for a three-dimensional fashion doll. She named the doll after her daughter, Barbie. А тут я не записала очень трогательный для меня момент. Видите затемненный угол справа? В общем, я стою, смотрю историю Барби на проекторе, и тут угол подсвечивается, и мы видим в углу комнаты первую Барби. У меня потекли на этом моменте слезы, я просто заревела. Это было почему-то так трогательно. Короче, сначала нам рассказали историю Барби, а теперь мы идем дальше по малиновым комнатам. И здесь мы видим Барби-астронавт. Я куда-то тороплюсь, у нас мало времени, поэтому все очень быстро. Оп. Мы все пропускаем. Надо было идти за всеми. Это у нас явно локация Барби-астронавт. Какого там она года? Дальше мы не попадаем. Напишите в комментариях. И мы, походу, остаемся здесь. Но я не против тут потусить, если честно. Какой-то отчет времени. Наверное, сейчас все откроется заново. Побежали! И здесь мы внутри ракеты находимся. Это Катя, моя любовь. Я не знаю, как нам за 1,5 часа успеть посмотреть все, ну, короче, ракета Барби-астронавта. Здесь можно тыкать кнопочки. И что? Ебать! Это я тут тыкаю что-то. Оно отреагировало только что, я вам клянусь. Звуки издает. И видим у нас Барби Суперстар, АА Суперстар и Кен Суперстар. Девочки, мониторчики с рекламой Барби, старой, Сансет Барби, Суперстар Барби, Барби Малибу. Все иконы. Ее потрепала жизнь. Такого я и не видела. Дальше. Пам!
Тут явно малибушные вайбы. Блогер из меня, конечно, так себе. Я ничего не успеваю. Бегаю. О, какое хорошее освещение. Короче, там огромный трейлер. Сейчас попробуем в нем сфоткаться. Хотела фоткать тут куклу, но тут бы себя успеть пофоткать. Тут целый трейлер. Немножко полазим по этому трейлеру. Что мы тут видим? Пироги пекутся. В некоторых локациях были расположены вот такие мониторчики, к ним нужно прикладывать билет, и включается таймер, и тебя фотографируют встроенные камеры, которые здесь установлены. Это очень прикольно. Если то у нас была локация Барби Астронавт, то это Барби Малибу. Катя. Дальше мы задержались на балибушной локации. Дискотека! Это у нас локация Барби Суперстар явно. О, здравствуйте. Ваша преданная слуга. Вышли из суперстарной локации, и тут у нас явно Барби Вестерн. Но я тут жить останусь. Я хочу хоть одну куклу из этих. Но не Киру, не люблю. Они, кстати, такие жизнью немножко помученные. О, Барби Рокстарс. Рокеры, которых тоже все хотят. У меня нет ни одной. Здравствуйте, Мидж. Ну, тут я и останусь жить. 100%. Катя уже чем-то занимается. Огромная лошадь. Но к ней нельзя приближаться. Представляете? Это несправедливо. Вторая лошадь, которой тоже хер подойдешь. А здесь какая-то странная... Обожаю дергать шляпы. Короче, тут всякие... Оно со мной разговаривает. О, здравствуйте. Приветики. Все мигает, красиво. Но тут локация такая более детская. Дальше. Ебать. Это у нас локация Barbie Rockstars. Welcome to Barbie Rocks. Music Shop. Сейчас мы тут будем фоткаться. И огромная полноформатная кабриолетина. Готова? Сейчас. В нее буквально садимся. Ай! Не совсем. Я провалилась. Затем мы залезли на вот эту сцену. Там встроенных камер не было, поэтому мы поставили свой телефон на таймер. Мы были уверены, что на фотках мы получимся настоящими рок-звездами, оторвами. Но ожидание — реальность. Календарь перевернул, и снова 3 сентября. Всем я вера, а для вас я никто. Там как и вы для меня. Я плюю на закон. Вы меня в лагеря. Дальше. Ну понятно, чья это локация. А нет, непонятно. Я подумала, Totally Hair. Реклама Totally Hair. Но при этом здесь у нас... Как там эти куклы называются? Подскажите в комментариях.
переходим в 90-е. О, тут Катя уже ко всему готова. Мы в локации Ski Fun. Тут развлекаемся, и я не успеваю показывать вам все. Здесь кафешка, где можно делать себе типа напитки. Здесь вот такие штуки. Снегоходы. Елочки заснеженные. Ну и разный реквизит. И люди. На пушме. И оно журчит. Уходим из заснеженной локации. Ну, еще раз вам ее покажу. И идем дальше. Totally Hair. Господи, миллионы гривен стоит за этой витриной. Но хоть тут я могу похвастаться, она у меня одна есть, блондиночка. И вот она локация, походу, Totally Hair. Культовой, культовой. У вас есть Totally Hair? Сколько? Какие? Рассказывайте. Плакатики, картинки. Все в Totally Hair. Iconic. Здесь у нас типа салон красоты. И играет песенка Бритни Спирс. Анхен, передаю привет. Тут какая-то приколюха с зеркалом. Сейчас попробуем. Выбери Барби или Кена. И смотри, как... я не успеваю. Я хоть что-то сняла? Ждем. Почему? Почему я так выгляжу? Это похоже на меня? Купили бы такую куколку. О, у нас Катя брюнеточка. Тереза. Еще раз, но лучше не стало. Я вечно недовольная Барби. Ну, как-то так. Какой я Кен. Блять, кто это? I'm gay. Вот такой тут салон красоты. И здесь есть огромный фен, который работает. Ходим из Totally Hair салончика. И у нас, кстати, остается мало времени, поэтому погнали дальше. Есть Friends Today, Tomorrow and Always. Это у нас первые Generation Girls. В каждой такой локации есть история кукол, этих серий, годы и так далее. Ой, ну это уже такие 2000-е. Тут у нас локеры, шкафчики со всякими вещичками. Собственно, с таким реквизитом и куклы продавались. Некоторые открыты, некоторые закрыты. Дальше там какие-то развлекухи. Здесь постеры со всей серией кукол. Скейты на стене. Но, кстати, это очень в духе этой серии кукол. Тут прям по каждой серии есть всякие штуки. Боже, я в детстве мечтала о таком диванчике хотя бы для Барби. Надо, кстати, это исправлять. У меня до сих пор нет. Ой, а что мы видим? Тут куча одежды, которую нельзя трогать, судя по перегородке. Очень жаль. Что это? Если что, это я управляю. Ну окей. Я выберу вот это и вот это. А, это игра, надо подобрать комплект.
А я не помню, как они одеты. Но. И зачем это надо? Ну, это для детей. Но мне эта локация точно нравится. Я много раз рассказывала, что вообще это куклы моего детства, это именно Барби 2000-х. Так что я тут подкайфовала, знаете ли, на надувном диванчике. Боже. А это должно Агнессе понравиться. Дух 2000-х. Хоть одну фоточку для барбейки моей надо было сделать, я сделала. Развились в локации Generation Girl и идем дальше. Что здесь? Ничего. Перемещаемся в 2010-й. Это уже период Барби, когда я решила, что я слишком взрослая в свои 10 лет, чтобы играть. Здесь стоят терминалы, и можно делать фотографии какие-то. Печатаем тут свое имя. Пунк. Passengers on the flight to Malibu, please go to Terminal B, where this flight final boarding with destination Malibu. Именной билетик на память, вы понимаете? Помимо этих терминалов тут ничего, в принципе, интересного нет. Идем дальше. Барби самолет. Я из одного самолета в другой. Барби Airlines. Barbie Airlines wishes you a warm welcome aboard the Barbie Dream Plane. Кстати, очень красивая локация. At 36,000, sit back and enjoy the stunning view. О боже, здесь показаны домики. Мини-локация Dream House в Барби. Самый первый, вы знаете, вот этот картонный. Боже, я не знала, что оно такого размера. Эти домики просто гигантские. Я не могу передать камерой размер. Вот это да, я не знала. Они гигантские. Здесь по годам домики. Ну и, конечно же, Dream House из фильма. Собственно, мы переходим в 20-е. Была уверена, что здесь будут фэшионистас. Кстати, видно деградацию Барби, да? Здесь экстры стоят, кстати. Привезу по скидке, все дела. Кого тут еще по-быстренькому видим? Блин, можно я его спизжу на донорство? Нет? Ну ладно. Полноразмерный домик Барби. Здесь Dream House Барби. И здесь можно лазить, трогать. Но у нас осталось 5 минут. Все прикручено, приверчено, чтобы не спиздили. Лучше бы вы Кена привинтили. Ненавязчивая реклама. Тоже все. Нет, это можно. Я родился. Обходим этот огромный дом сзади. Здесь я, кстати, на горку поднималась. Идем по ступенькам. Там в горку залазить. Здесь барбейские штучки. Боже, как я хочу себе такие тапушки, туфли. И культовые наряды. Day to Night Барби. Астронавт. И у нас вышло время, кстати.